Здравствуйте, дорогие друзья! Рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, ну вот наша прошлая передача, она произвела, конечно, огромное впечатление на людей. Мы говорили о тех проблемах, которые есть в обществе, и о тех прогнозах, которые могут реализоваться, если люди все-таки будут бездействовать. И вы знаете, несмотря на то, что она была непростой, огромная благодарность вам от лица всех зрителей за то, что такие темы все-таки поднимаются, за вашу заботу и за то, что правда, она звучит. И вот всем запомнилось то, что вы сказали в прошлой передаче, что да, проблемы они есть, но все-таки у нас у всех есть еще возможность и есть шанс очень много изменить. И параллельно с этим вы говорили о том, что было бы хорошо все-таки каждому человеку задуматься о своем еще и духовном спасении, что жизнь обрести все-таки не так сложно. Это даже легко, когда есть вот это внутреннее стремление, несмотря на то, что шайтан силен. Ну а если уже все-таки у людей не получается жизнь обрести, то, по крайней мере, покой обрести очень надо. Что жизнь, она безусловно, она гораздо прекраснее, чем сон. Но сон, он все-таки лучше, чем страдание. И вот в одной из передач вы говорили, что для того, чтобы заслужить человеку покой, необходимо 10% своего внимания направлять к душе, что это в сутках составляет где-то 2,5 часа времени. И такие вопросы возникли. А вот эти 2,5 часа времени — это какое-то специально отведенное время в дне для того, чтобы ты вот сел и всецело углубился в процесс вот этот чувственного диалога с Богом, с миром духовным? Ну, хотя бы 5 раз в день по полчасика уже было бы хорошо. То есть это тот минимум, который Это необходим физика. человеку. Мгм. Вот в прошлой передаче, друзья, мы объясняли, почему 2,5 часа, и откуда они берутся. Это 10% суточного времени вашего. Это минимум, который необходимо человеку уделить своему духовному развитию для того, чтобы обрести покой. Но я понимаю, покой — это прекрасно, но все-таки жизнь лучше. И опять-таки, это для тех, кому тяжело дается, кто слишком занят. Действительно, у человека нет времени, условия какие-то или еще что-то, не позволяет ему жизнь, скажем так, здесь обрести жизнь, да? Хотя бы 10% времени найти можно Мгм. для того, чтобы обрести покой. Как вам сказать, друзья, вот не хочется ни пугать, ни запугивать. Это неправильно было бы с нашей стороны. А с другой стороны, вот надо объяснять. Вот прошлая передача тяжелая, но она тоже нужна. И вот разъяснять тоже по поводу послесмертной судьбы, тоже необходимо. Почему? Мы слишком легко относимся к тому, что будет после этой жизни. Лишь потому, друзья, что для многих из вас эта жизнь является смыслом существования. Но это лишь потому, что вы не знаете другого, что нет опыта духовного. И шайтан силен, как говорят, настолько, что не дает вам даже понять, что может быть все по-другому. Даже здесь может быть по-другому. А уж там тем более. Здесь есть сложности с пояснением. А вот, Игорь Михайлович, а если говорить про 2,5 часа времени, это вот как лучше? 5 раз по 30 минут в день или все-таки выделить, скажем, сразу 2,5 часа человеку и Нет. сесть, углубиться в духовную Весь практику? смысл, что минимум 5 раз. А почему? Вот раздели день свой, когда ты не спишь, Мгм. на 5 равных частей. И понаблюдай. Просто эксперимент, друзья, для вас вот тоже. Татьяне, ни к чему, а вот тому, кому интересно, попробуйте. Выделите 2,5 часа для практики. И через время шайтан одолеет. Для многих, кто не имеет опыта, и не живет просто духовным, для кого смысл его существования здесь, в трехмерности, им тяжело 2,5 часа потратить. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот вы потратили 2,5 часа, встали в 5 утра и до 7:30 вы пребывали в духовной практике, в молитве.
старались, стремились. Даже если все хорошо, и шайтан вас не отвлекал, вы молодцы. Ну а потом в течение дня. Ну, в течение дня вы же будете служить сатане. Он будет вами манипулировать как хочет. А вот когда 5 раз в день по полчаса, за 30 минут ты стабилизируешься и успокаиваешься, ты действительно начинаешь генерировать эту любовь, то есть ты стремишься, у тебя достаточно времени для единения с миром духовным, для общения с духовным миром. И потом у тебя небольшой перерыв, ну относительно, скажем, до следующей практики. Ты уже о ней думаешь, ты уже вкладываешь внимание, ты не отвлекаешься. Даже если ты где-то отвлекся, ну, поставил себе будильничек, вот будильничек сработал, ты уже знаешь, да? Да. Пора в практику. Ты отложил все дела еще на полчаса. То есть лишаешь таким образом влияния извне на себя. И пребываешь в течение дня, ну, действительно, хотя бы там 10%, ну, реально вот в общении с миром духовным, скажем так. Это прекрасно. То есть свое внимание минимум 10% таким образом ты будешь уделять миру духовному. А если ты 2,5 часа провел, а потом ты так нагрешишь, а грех мы уже разбирали, что такое грех. Ну, можно тоже повторить, потому что многие к греху относятся, знаешь, вот как ну, к чему-то придуманному. Что можно будет или как-то откупиться, или Потом. обмануть Бога, или, возможно, Потом. когда происходит расплата, вот тоже спрашивают за Да. грех, что, возможно, это когда-то, потом, когда закончится земная жизнь, вот наступит расплата за грех. А когда происходит расплата за грех? В момент совершения. Вот момент совершения греха, друзья мои, вы и оплачиваете как раз собственной жизнью этот грех. Вот в чем проблема. Когда-то вы говорили, что система тот еще ростовщик, что сразу Очень. она С процентами берет. да, что сразу возьмет с тебя, а потом только И потом еще будет брать. Она будет тебе напоминать, что ты согрешил. Ведь ты же знаешь, что творишь, знаешь, но делаешь. Опять-таки делаешь, ну, в силу определенных причин. Всегда мы найдем, как оправдать свои плохие действия, скажем так. Старался для семьи, для друзей, для людей, еще что-то. Да, старался, служил сатане. Но ты ведь предал Бога. Разве не так? и по сути для себя старался. Ну а для кого еще? Даже когда мы оправдываемся, что мы делаем не для себя, но для наших детей, там, внуков, ну, делаем-то мы это для себя. То есть ты уже готовишься к состоянию субличности, чтобы тебя дети и внуки вспоминали потом, кормили, когда будешь субличностью. А субличность, она очень сильно нуждается в том, чтобы вспоминали родные и близкие. Желательно, чем больше людей, тем лучше. Ну так ведь. Да. Вот еще, Игорь Михайлович, вы сказали, что каждый человек прекрасно знает и понимает, что он грешит. Вот тоже такой же вопрос был. А понимает ли человек, что он идет вразрез со своей совестью? Ведь Нет. Мгм. Если человеку это выгодно, он не понимает. Совесть спит. Почему? Эмоция наживая, эмоция гордыни, она превышает, знаешь, это тот Захлёстывает. тихий шепот совести. Поэтому нет. Потом, может быть. Но опять выгода, она превалирует над совестью. Так мы устроены, нас так приучили. И это тоже надо понимать, что, извините, 6000 лет мы в рабстве у сатаны. Ну, естественно, что и деды наши жили, и отцы, и мы так живем. Ну, вот он и результат. Гляньте вокруг. Дожились. А вот этот первый момент, скажем, когда человек чувствует, что грех подходит. Вот интересно, что Ибн Аль-Каим в исламе, он говорил о том, что Аллах даровал человеку не только страсть, которая велит ему повиноваться шайтану, а он даровал еще человеку и свет, разум, которые не позволяют ему слепо следовать за своими страстями. Есть разум, который человеку говорит о том, что ты туда не ходи, как бы берегись, там тебя ждет разбойник, который лишит тебя и одежды, и всех твоих средств. И он говорил, что человек, когда иногда соглашается, не идет, а иногда, ну вот так получается, что он уходит вслед за своими страстями и попадает в руки разбойника. И однажды его страсть спрашивает: ну что, ты знаешь, как ты сюда попал? Знаешь, откуда я пришла?
и что каждый человек и знает, как он сюда попал, и знает, по какой дороге он шел. И по сути, каждый из нас, когда грешит, он похож на человека, который себя отдает в руки врага, который его уводит, собственно, куда-то и мучает постоянно. Но это так в действительности. Мы ж понимаем прекрасно, что мы делаем, и осознаем это. Единственное, что когда мы вот погрязли с головой, как говорится, в материальные проблемы, ну, тогда мы ничего не видим, не понимаем, мы ищем выход из сложившейся какой-то затрудненной такой ситуации, и мы на все готовы. Знаешь, вот как вот сейчас бы решить, а потом разберусь. Да. А потом еще система оправдывает. Вот вы правда сказали, что нужно оправдывать тебя, что ты там или для детей старался, или еще что-то. И в голове ведь оправдательные вот эти речи постоянно слышны. И ты понимаешь, минуточку, а кто тебя в чем уговаривает в голове вдруг? Кто тебя… Если ты прав, Да. ты прав. Да, Тебя не да. нужно уговаривать, и не нужно тебе Аргументировать это все, да. Конечно. Подбирать фактаж для того, чтобы… Говорит, а кто это? Говорит, бесы, говорит, Да. адвокаты дьявола, Вот. которые тебя же подтолкнули на совершение греха, потом тебя же в этом обвиняют, и тебя же отговаривают, говорят, что ты правильно сделал. Ну, им это выгодно. А тебе, мой друг, выгодно это или нет? Это не выгодно человеку. Опять, ну ты даже если мы исходим из потребительского формата, как может быть человеку выгодно состояние субличности? Это, друзья мои, это смерть, это конечность. Это, имея шанс жить, мы промениваем его на сиюминутные какие-то иллюзии, заблуждения. Вся наша жизнь здесь, поверьте, это мгновение, это иллюзия. Многие не поймут, особенно те, кто молоды. Но поговорите со стариками, посмотрите на них. Ведь они те же дети, какие были. Но жизнь пролетела, и они ее не заметили. Почему так происходит? Потому что с Богом не были. А когда человек с Богом, когда он живет, вне зависимости от возраста, молодой, старый, не играет роли, в нем жизнь кипит. И единственное, что его держит, так это этот мир и это тело, от которого человек не имеет права избавляться. До последнего вдоха тела и должен беречь его. Если человек попытается избавиться от тела, то станет смертным. Ну, живой этого и не сделает. А вот на подходе к жизни сознание может поиграть и в такую шутку. Как бы ускорит, ты взлетишь. Ну, это опять проделки дьявола. Ты ускорил, но не взлетел, а упал. Сбит на последнем Такое этапе. бывает, конечно. Знаешь, подстрелить ангела на взлете, ну, для сатаны это азарт, как на охоте. Охота на дичь такая. Поэтому не надо быть дичью, надо думать всегда. И слушать внутренне. То, что идет от мира духовного, оно никогда не солжет. И все мы прекрасно понимаем, что раз мы здесь, даже мы, обретя жизнь, мы все равно должны быть здесь столько, сколько нам положено, и служить уже миру духовному. Главное — перестать быть рабом сатаны. Правильно? Правильно. Вы знаете, Игорь Михайлович, вы говорили о том, что человек должен все таки правильно распределять свое внимание, что Конечно. или 20 на 80%, а лучше 90 на 10%. Лучше. И вы знаете, тоже встретился такой пример в христианстве про то, что жизнь человека верующего, человека, который идет к Богу, она должна быть подобна колесу, которое лишь малой своей частью в какой-то момент времени оно соприкасается с землей, а все остальное время пребывает над землей. И действительно, в нашем мире столько много всего, столько много того, что нас приземляет, но так необходимо именно… Извини, Татьяна, ничего нету здесь того, чтобы нас приземлило, кроме сатаны. Друзья мои, вот посмотрите внимательно, где вы? Где вы находитесь? Ведь вы находитесь в иллюзии восприятия. Все остальное внешнее — это второстепенно. Все, что бы вы не воспринимали, вы воспринимаете через свое сознание. В сознании вы живете. Это то, что касательно трехмерности. Разве не так? Так что нас приземляет? Ничего, кроме нашего восприятия. Но когда мы всецело уделяем свое внимание земному, что происходит с нами? Простой вопрос. Мы становимся плотью.
Да. в которой, как говорится, тоже в Для которой христианстве не три- пребывает Дух Святой. Конечно, не Это может он условие, там. почему он не может там пребывать? Потому что Потому они что, плоть. да, потому что, извини, когда человек становится плотью, он подобен свинье в грязи валяющейся. А Дух Святой в свинью не зайдет. И это правда, друзья. Поэтому думайте. А без Него жизни не будет. Это невозможно. Поэтому для того, чтобы стяжать Духа Святого, вот эту любовь Божью истину, надо стараться. И не скатываться до звериного состояния, подобно свинье. Тогда все будет. Игорь И Михайлович, жизнь будет, все будет, друзья. вот такой вопрос еще, Игорь Михайлович. Ребята задаются следующим вопросом. Бывает такое, что одни люди, только почувствовав вот эту яркую вспышку от соприкосновения с миром духовным, они цепляются за вот эту жизнь, и уже не остановить их, и они просто продолжают углубляться в это состояние и формировать в себе жизнь, формировать в себе ангела. А бывают люди, которым чуть сложнее дается, что ли. С чем это связано и почему это так происходит? Ну давай рассмотрим такой вариант. Некоторые люди, они только стали на путь духовный. До этого были атеистами. Но когда столкнулись с истинными знаниями, попробовали, и у них все получается. Они тут же наполняются любовью Божией. И для них переход, он как яркий свет. Они, обретая жизнь, становятся сами светлячками. И рассказывают, что как озарение, как вспышка, как мир изменился. А другие годами работают, и для них вроде бы ничего не меняется. Сознание говорит, столько лет ты работаешь над собой, а вот как-то ты даже не дотягиваешь до первого своего опыта. И может быть, вот или как-то ключевой еще ответ, что-то. который сейчас сказала Татьяна. Сознание говорит, и человек продолжает его слушать. Сознание. Ему тяжело дифференцировать, где он как личность. И большая часть духовной практики проходит под дирижированием самой системы. То есть бес управляет человеком в это время. Даже человек, если стремится, старается, ему тяжело. И опять-таки человек даже духовно растет, а сознание ему рассказывает, что ты еще ничего не достиг, что ты потратил годы зря. Здесь тоже почему? Человек не видит своего Пути роста, вот этого, да, насколько он прошел далеко, какие изменения в нем произошли. А почему это? Вот у одних яркая вспышка, а у других темнота. Ну, якобы. Знаешь, вот приведу такой пример. Давайте представим, что все мы рождаемся в пещере. И для того, чтобы выйти на свет, каждый должен преодолеть свой путь. Но одним повезло, они возле дверей, а другие в глубокой-глубокой пещере. И еще заваленным проходом, то есть им надо через скалу пробиваться. Одному достаточно просто распахнуть дверь, и он на ярком солнце. И вот эта яркая вспышка — это время адаптации, пока привыкнешь к свету. А другим всю жизнь нужно ковырять скалу, срывая ногти в кровь, для того, чтобы пробиться к свету. И вот здесь происходит самое интересное. Человек пробил, когда тонкий луч, он его даже не видит. Но он видит, что немножко стало светлее, да? Потом еще светлее. Но человек продолжает работать, продолжает пробиваться к свету через скалу. Он уже хорошо себя видит, он уже все вокруг видит. Он уже видит, как говорится, что снаружи солнце есть. Видит, но он еще запер в скале. Растет он или не растет? Конечно, по крайней мере, Но направление для человека правильное. это происходит очень медленно, с большим трудом. Да. А сознание ему рассказывает, что ты ничего, ты нигде. Знаешь, это мне напомнило история из моей жизни, скажем, из медицинской практики. Бывало такое, что довольно часто вот приносят пациентов, неходячий, там полгода лежал, ничего не могли его на ноги поставить. Начинаем заниматься с человеком, он встает там через день на костылях, через там пару дней уже с тросточкой, потом уже без тросточки ходит. Ну, и приходит и говорит: доктор, когда мне полегчает? Смотришь на него, говоришь: подожди, ты 10 дней назад
Был в лежачий лежачем пациент, положении. ты Да, полгода да, да, пролежал. да. А сейчас ты ходишь, ты вот сам приехал на машине, Да. рассказываешь, что тебе не помогает. Мгм. Ну, люди, как правило, знаешь, да не, ну, конечно, если так сравнивать, да, но еще ж болит. Да, да, да. Конечно, но опять вот у каждого по-своему работает сознание. Вот всем хочется быстро, Мгм. а кому хочется внутри быстро? Разве человеку как личности? Нет. Человек как личность, он воспринимает даже малейшие изменения. А вот сознанию крайне не хочется. Поэтому сознание в буквальном смысле слова начинает заваливать вопросами, рассказами своими, принижениями человека. И человек запутывается, говорит, ну да, действительно, и вот сколько времени я потратил на эти практики, а никаких метаморфоз не произошло, я не увидел яркого света, я не выучил там какой-то язык, которого я не знал, да, там Мгм. опять по воде не могу ходить, ну это ж Просветление не наступило. просветление не наступило, да. Доступ к базе данных Конечно. вселенскому не Почему? открыт. Потому что сознание смешивает все. Мгм. Все сказки, что жрецы напридумывали, со всех религий вместе взятых, что человек и по воде должен ходить, и по воздуху летать, и тому подобное. Да? Надо сознанием обладать. А как же, конечно, конечно. Он должен знать все и, Да, и да. самое важное обо всех. Мгм. Друзья мои, это магия. Это все жрецами придумано для того, чтобы дураков соблазнять. А мир духовный, он тебе не даст никаких магических навыков, он даст тебе жизнь. Он может сделать тебя равным среди равных, подчеркиваю, тех, кто сотворяет такие миры, как наш. Разве это плохо? Простой вопрос. Ну, человек — существо слабое, стремится к магии. А магия зачем? Вот кто не мечтал там о магических способностях, там, как у супергероя, вот сейчас показывают в фильмах всяких. А зачем человеку эти способности? Доминирование. Ну, знаешь, Мгм. как всегда лгут, знаешь, пытаясь оправдать, что вот я бы эти способности в помощь людям. Мгм. Просто для привлечения внимания других. Разве не так? Мгм. Вот представьте, что вы обладаете способностями, которые вы не можете использовать. Вообще нигде и никак. Но И они у вас никто не есть. увидит. И никто не увидит. Ну и зачем они вам нужны? Ну так же. Мгм. Поэтому, видишь, вот часто и густо на духовном пути, ну не у тех, кто через скалу пробивается, а у тех, кто дверь, как говорится, пинком открывает. М. У тех система чаще всего и соблазняет магией, необычными навыками. Для чего? Для того, чтобы человек отвлекся на какие-то экстрасенсорные способности, которые вдруг у него проявились. Ну и вместо того, чтобы сделать шаг и выйти за дверь, открытую дверь, распахнутую перед ним, человек заходит опять в темноту пещеры, играясь светом, который он может излучать из собственных рук. Ну это ж интересно. На свету не видно под солнцем, а в темноте ярко, хорошо видно. Ну и вот пока он этими бликами играл собственных рук, дверь закрылась. И уже не та дверь, которая легко открывалась, а уже такая, знаешь, сейфовая, с кодом, который открыть он не сможет. И вроде бы стоял рядом, и дверь уже открыта была, а шага не сделал, отвлекся. Сознание соблазнил. И такое бывает. И человек вместо жизни обретает смерть. Даже хуже. В нашем понимании, знаешь, вот сознание рассказывает смерть, ну что это? Это как покой, знаешь, ушел и все. Ну или что-нибудь хорошее. Что может быть хуже, чем здесь, да? И такое рассказывает. Может быть, друзья. Знаете, вот многое бы мог рассказать, но как-то вот не хочется пугать. Можно я так вот аллегорией поясню, что такое сравнение состояния субличности и покоя. Мгм. Я не говорю за жизнь. Но опять вот история из жизни. Давно уже, правда, более 20 лет назад я жил не в столице, но мне надо было съездить в столицу на один день, пообщаться с людьми. Ну что, одна ночь в поезде, Мгм. день в столице и опять ночь домой. Ну и как-то опять-таки вот я подумал, времени мало, встречаться с людьми в старых туфлях, поношенных, ну как-то, да, друзья, ну, неприлично. Одел новые туфли.
А еду на один день всего. Ну что ты будешь с собой? Запасную обувь брать? Ну как-то с чемоданами. Ну зачем они нужны? Лучше ж ехать налегке, все, что минимум необходимого. Ну и вот, значит, после этой поездки прихромал я на обе ноги еле-еле домой. Снял я эти новые туфли и одел свои любимые тапочки. Ну вот кто переживал подобно, тот поймет. Отсутствие страдания. Совершенно правильно. Это несравнимо с тем, какая разница между состоянием субличности и покоя. Но хоть немножко дает понимание, что такое новые туфли и длительная ходьба в них, и домашние тапочки. Знаете что, Игорь Михайлович, вы когда рассказывали вот этот пример про пещеру, действительно очень многим людям говорит сознание, что ты слаб, что ты не справишься. И по сути это Конечно, тот говорит. товар, который ты у нее покупаешь. То есть вот Обязательно. этот скулёж, вот этот вот Но мы же состояние. слушаем этот скулёж. Друзья мои, вот если вам очень плохо, неважно, что произошло, самое страшное произошло в вашей жизни, что может произойти с человеком, и вы, скажем так, остались живы, способны анализировать, думать, ну хорошо, если еще и воспринимать информацию, то не ругайте ни Бога, ни дьявола, никого. Никого не ругайте в том, что с вами произошло или происходит прямо сейчас, когда нет никакой перспективы на завтрашний день. Знаете почему? Потому что вы то, что с вами произошло или происходит, вы сами купили, вы оплатили это все. Ну, некоторые скажут: да нет, ну что ты говоришь, я ж был хороший, и об этом и не думал, и этого не заказывал. Повспоминайте. Сядьте, успокойтесь и повспоминайте. И вы увидите, что все, что происходит, вы заведомо и заранее оплачиваете. Ты знаешь, вот как купил товар, который должен к тебе там прийти через время, но оплатил уже его заблаговременно. Предоплатой называется. Так и здесь. Мы часто и густо делаем предоплату, а потом получаем то, что мы не хотим. И не стоит отчаиваться, что бы ни происходило. Я скажу проще. Ваша жизнь — это ваше состояние восприятия собственного сознания. Платите ему только за хорошие новости, и они у вас будут. Платите за хорошее настроение, и оно у вас будет. Платите за здоровье, и оно у вас будет. Но не расплачивайтесь всем, что у вас есть, вот до копейки. Оставьте хотя бы 10% своего внимания на то, чтобы хотя бы покой купить. Это ценно, это важно. Знаете, домашние тапочки и новые туфли — огромная разница. Думайте об этом. А еще лучше, друзья, вот честно, знаете, когда имеете возможность купить прекрасную жизнь здесь и имеете возможность купить жизнь вечную. И не просто жизнь вечную, а жизнь вечную в мире духовном, в мире Господа Бога нашего. Что может быть лучше, друзья? По-моему, ничего. И стоит ли променивать вечность среди достойнейших на рабство у сатаны? Простой вопрос. Это несравнимые вещи. Экономно относитесь к тому, что имеете. Знаете, можно заработать очень много денег. Сегодня есть, завтра нету, послезавтра очень много. А внимание вы не сможете пополнить. Вот сколько вам дано было, столько у вас и есть на то, чтобы обрести жизнь. Или на то, чтобы купить массу проблем для себя, а потом еще и ад, состояние субличности. Зачем вам это, друзья? Знаете, большая проблема в том, что пока человек находится под властью сознания, человек этого не понимает. Вот то, что мы обсуждаем с тобой, люди это не воспринимают. Когда дьявол закрывает им уши,
и прикрывает глаза. И это правда. Достаточно вот человеку всего лишь уделить немножко времени для себя. Даже вот как мы говорили, 10%. 5 раз в день по полчаса — это всего лишь 10%. Для того, чтобы действительно хотя бы для начала понаблюдать за собой, за своим сознанием, как оно работает, что оно дает, хозяин вы или нет собственного сознания. Разве оно дает вам то, что вы хотите? Или оно вертит вами как хочет? И вот получив этот опыт, человек уже начнет понимать, что не все так просто, и что сознание далеко не он, что это инструмент не его. Но как раз и здесь человек для того, чтобы победить сатану в себе в первую очередь. Ну а тем, кто становится на путь служения, помочь победить и в других. В этом смысл самого служения. Так что, друзья, не стоит отчаиваться. Ни в каких случаях. Тем более никого не обвиняйте. Почему? Потому что все, что происходит, знаете, бывает даже человек, вот бросовая мысль, легкая. Он подумал всего лишь, садясь за руль, что не дай Бог там в аварию попаду. А потом через месяц, год он попадает в аварию. Говорит, ну как, я ж подумал год назад, а попал сейчас. Как такое может быть, да? А это опять есть эффект предоплаты. Ты заплатил год назад, а потом выплачивал процент. И когда сумма набежала, что купил, то и получил. Друзья мои, платите только за хорошее. Платите за любовь, за радость, за счастье. Тратьте свое внимание на обретение радости, любви и жизни. Это наиболее достойно вашего внимания. А начинать надо все-таки с любви. Правильно? Давайте, друзья, просто любить друг друга. Спасибо. Огромное спасибо вам, Игорь Михайлович. Спасибо вам, друзья. Спасибо, что с нами. Спасибо.